Доброе время суток, уважаемые любители спорта, в частности, любители вольной борьбы. Пользуясь случаем, я вот встретил Аяла Лазарева и хочу попросить у него несколько вопросов. Сначала, откуда родом, где учился? Здравствуйте, я родился в Верхневилюйске, жил в Омге, в Якутске. Первый, второй класс пошел в Батагае, Верхоянский район. А первые шаги в спорте и какие виды были? Возможно, это другие, может быть, были. Ну, первые шаги в спорте это были бокс с 3 по 6 класс. И в 6 классе я пошел на борьбу. Потом после окончания школы, где учились, высшее учебное заведение, может быть, какие-то? После окончания школы я поступил в физкультурный и продолжал заниматься борьбой. Ну, ты являешься чемпионом Азии, трижды бронзовым призером и один раз серебряной медали. Вот давайте вспомним Доху, 2015 год, когда ты стал чемпионом Азии. Давайте вспомним эти, возможно, первую схватку, вторую, третью и последующие схватки. Ну, как бы все схватки настроился, получилось выиграть. Готовился очень серьезно. Слава Богу, что на тот момент ни одна травма не помешала, потому что такое часто случается почему-то. Видимо, где-то какие-то неправильные, возможно, моменты происходили, из-за чего очень часто мешались травмы, и поэтому у меня последовало очень много различных реабилитаций и операций. Вот в тот момент прям очень все удачно сложилось, ни одна травма не мешала, и подготовка вся прошла идеально. И всех соперников я выиграл досрочно, в том числе и в финале олимпийского чемпиона, олимпийского призера мира, 3- или 4-кратного чемпиона Азии, иранца Камаила Гасеми. В первом периоде я уступал 2-0, но во втором периоде я перегнал счет и положил на душе его. И таким образом досрочно выиграв, я стал чемпионом Азии. Вот вспоминаю, вот как Сардана в 2019 году на чемпионате мира в Дохе бежала марафон, к сожалению, она неудачно тогда выступила. Как тебе вот отразилось, наверное, тоже климатические условия были тяжелые, наверное, даже для борцов? Ну, климат всегда влияет на спортсменов. Часовая разница, климат, он всегда ощутимо влияет на все эти моменты, но бег, это марафон, это совсем другая история. Они на улице бегают, во-первых, а на улице там ночью около 35, днем около 50, поэтому и плюс еще вот климат сам по себе. И это сравнивать, у нас-то это проходит в здании. Поэтому в здании там работает кондиционер и так далее, еще более-менее это совсем чуть помягче, во много раз помягче будет. Поэтому, а так, например, к таким условиям всегда сбор проходит в горах, в высокогорье, поэтому организм, в принципе, к таким каким-то стрессовым ситуациям более-менее готов благодаря этому. А вот вы двукратный участник Олимпийских игр в 2016 году в Рио-де-Жанейро и 2021 год в Токио. Давайте сначала про Рио-де-Жанейро вспомним, как прошла эта схватка. Уступил в первом кругу поляку. Не получилось стратегически, не получилось физически в полной кондиции подойти из-за проблем серьезных с коленом. Впоследствии потом я его после Олимпиады практически сразу оперировал. Так. На вторую Олимпиаду тут проблема еще была серьезнее со спиной. Предстояла операция, по идее врачи уговаривали сделать операцию перед
Олимпиады. Ну, решил попробовать и сделать ее после. Поэтому вот сразу после Олимпиады я оперировал спину, сейчас восстанавливаю. Еще вы с олимпийским чемпионом предыдущих Олимпийских игр боролись в Токио. Да. Вот каково это быть участником Олимпийских игр для любителей спорта, может быть, для простых людей, каково это быть членом олимпийского движения и быть участником Олимпийских игр? Ну, передать эмоции, наверное, сложно. Это как вот сейчас на спартакиаде множество спортсменов, которые какой-то одной атмосферой заряжают всех вокруг. Это как праздник огромный. У всех это на Олимпиаду пробиться, ну, как и многие говорят, на нее пробиться гораздо тяжелее, чем уже в самой бороться. Действительно, отбор очень серьезный, очень сложный, принципиальный. Поэтому со всего мира, всего 16 участников, например, это очень серьезный отбор пройти. Было тяжело, да, но когда ты проходишь через это и находишься там, в этой атмосфере, одно только вот это вот присутствие там, оно тебя очень сильно мотивирует и доставляет удовольствие тем, что не зря был пройден весь этот долгий путь, тяжелый путь, который не один год, а тут как минимум 2 десятилетия, я уже больше 20 лет в спорте, и все это было отдано ради только одной цели. И поэтому, находясь там, ты понимаешь, что это все было не зря. А вот насколько важно то, что у вас в самой республике не было спарринг-партнеров, надо было, наверное, выезжать в другие регионы, тренироваться с другими спортсменами? Ну, я бы не сказал, что не было спарринг-партнеров. Ну, даже не то, что спарринг-партнеров. В принципе, у нас конкуренция не такого высокого уровня, как в регионах, например, Кавказа. Поэтому у нас вот в одно время мы Чукров Ниргон, Увар Тимофеев, Евгений Коломеец, Дима Валеев, Баир Укоев. В принципе, на уровне вот мастера спорта, вот, Ниргун Чукров, Женя Иванович, международного мастера спорта уровня. Но возраста немножко разные, кто-то заканчивает спорт, кто-то уезжает, поэтому тут конкуренция, а тут нужна международного мирового уровня конкуренции, чтобы расти. Поэтому в этом плане, конечно, проблемы были. И в одно время практически все взяли, завершили карьеру, и тогда было тяжело. И вот Евгений Алексеев, вот с ним вот ездил, готовился. И поэтому приходилось вынужденно, как бы это тяжело не было, выезжать на Кавказ на долгий срок, потому что чем дольше, тем лучше. А на Кавказе они уже родились там. То есть это вокруг них вся эта атмосфера. Олимпийский чемпион, чемпион мира. Они с самого детства с ними вместе тренируются, с ними вместе растут. И поэтому им удобнее это. А тут как бы лететь на 1 месяц, а потом весь остальной год здесь проводить, только потому что там родные рядом и так далее, там скучаешь. Это как бы не очень выгодно. Поэтому приходилось улетать надолго, минимум на полгода. Как бы сильно не скучал по родным, как бы сильно не хотелось домой. Я вот как минимум 4, 5, наверное, точно не помню, но минимум 5 Новый год, праздник Новый год, я вот, например, встретил на сборах. День рождения я даже не помню, когда я проводил дома. Это в основном это выпадало на рабочие дни, будни, и как бы об этом знал, как правило, только я на сборах. Потому что не буду уже ходить рассказывать, что мне сегодня день рождения, хочу отдохнуть. И Новый год не приезжал только потому, что чтобы лишний раз не тратить деньги на авиабилеты, которые могут понадобиться для проживания и питания. А мы растягивали как могли, потому что финансирование тоже было вначале очень тяжело находить деньги. И как минимум там каждые 1000 рублей, 1200 рублей, 1500 рублей это 1 день проживания.
Поэтому и лишний раз, чтобы не путать климат и часовой пояс, я вот оставался как мог дольше на сборах всегда. И вот приходилось так очень часто и подолгу находиться там вынужденно. Но это все ради мечты, ради цели. Как бы там тяжело это не было. Ну, на данный момент я не жалею, что все это было сделано. А вот я в социальных сетях иногда видел, читал твои эти в Инстаграме. Люди далекие от спорта, иногда вот всякое разное пишут. Насколько это на вас давит и какими эмоциями после этого человек выходит на ковер? Я на это давно перестал обращать внимание. Это в начале карьеры, когда первые разы, может, первые результаты были, там республику выиграл, там 2-3 раза. Там какую-то критику, это еще меня задевало. Ну, это мне лет 18-19 было. Как бы впервые вижу критику незнакомых абсолютно мне людей, которые не знают, через что я прошел, и начинают критиковать, там еще что-то, унижать. Причем это не в лицо. Для меня это было удивление. Тем более земляки, как можно незнакомому человеку просто взять и обзывать. Затем я смирился, я понял, что это такое. И как бы фраза одна была, которая попалась мне. Если ты будешь кидать камень в каждую лающую собаку, ты так и можешь не дойти. Зачем тратить время, деньги, силы, энергию, здоровье, чтобы нервничать, там, обзываться, пытаться как-то принять это все. Если он, каждый человек имеет свое мнение, если ему от этого легче в этот день станет, ну пусть обзывает. Я-то его не знаю. У меня в жизни ничего не меняется от того, что кто-то что-то сказал про меня за моей спиной. Это его проблемы, его мнение, его интеллект, его уровень мышления. Все. Если кто-то достигает каких-то успехов, я за него могу только сказать, что да, молодец. Он как минимум что-то пытается сделать, что-то пытается добиться. Если что-то добился, значит, человек не просто так уже живет на этом свете. А вы уже завершили карьеру или еще подумаете вернуться на ковер? Но это пока секрет. Конкретно ничего говорить не буду. Я не люблю и не любил громко что-то говорить, наперед что-то говорить. Как бы всему свое время. Будет видно, посмотрим. Все будет, идет по мере поступления. Будем ситуацию рассматривать. Огромное спасибо за подробную информацию, за хорошее интервью. Рад был с вами общаться. Всего вам благ и здоровья, всего хорошего. Спасибо.